Самолет взял курс на Душанбе, столицу Таджикской Советской Социалистической Республики. Афганскую делегацию сопровождает депутат Верховного Совета СССР, член Президиума Академии наук Таджикской ССР Мухаммед Асимов. В аэропорту Душанбе гостей встретили руководители Таджикской Республики, представители государственных, партийных и общественных организаций города. В недавнем прошлом, каких-нибудь 6-7 десятилетий назад, на месте сегодняшней столицы республики стояло несколько домов с деревянными полами и 4 десятка кибиток. Сегодня в Душанбе, самой молодой из всех 15 столиц союзных республик, проживает более полумиллиона жителей. Это крупный административный, промышленный и культурный центр. Подробную информацию о городе и о республике афганские гости получили в беседе с председателем Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Гаипназаром Палаевым. Палаев рассказал, чем живет сегодня Таджикистан, как идет здесь перестройка, с какими трудностями приходится сталкиваться. Халиль Абави информировал о положении дел в Афганистане, о деятельности Национального совета, о проблемах, с которыми приходится встречаться ежедневно, ежечасно. Стороны подтвердили решимость продолжать усилия, направленные на прекращение войны в Афганистане, на создание условий для мирного политического решения афганской проблемы. Программа визита в Таджикскую республику была насыщенной и разнообразной. В один из дней гости пришли в мечеть Мавлано Якуби Чархи. Специалисты Института Востоковедения Академии наук Таджикской ССР показали бесценные сокровища фонда восточных рукописей. Собрание книг Рудаки, Фердауси, Ибн Сины, Саади. В производственном объединении художественных промыслов «Гулдаст» гости наблюдали, как работают мастерицы ручной и машинной вышивок. С большим мастерством здесь вышивают женские платья, поясные платки, настенные занавеси сюзене, покрывала руйджо, дастарханы, скатерти. Изделия этого предприятия постоянно экспонируются на союзных и международных выставках. И, конечно, на выставке достижений народного хозяйства республики. Сейчас в республике действует более 400 крупных промышленных предприятий, представляющих почти 100 отраслей. Промышленность республики выпускает холодильники и электроаппаратуру, запасные части к сельскохозяйственным машинам и различные агрегаты, трансформаторы, электрический кабель и многое другое. Сотни экспонатов этой выставки свидетельствуют о высокой развитости многих отраслей народного хозяйства.
Таджикистан богат полезными ископаемыми, а по запасам гидроресурсов занимает второе место в стране. Афганские гости побывали на реке Вахш, в том ее месте, где сооружена Нурекская гидроэлектростанция. Это уникальное сооружение дает сегодня самую дешевую в стране электроэнергию. Из Таджикистана делегация направилась в другую, соседнюю с Афганистаном, Советскую Республику Узбекистан. И вот столица Узбекской Советской Социалистической Республики Ташкент. Один из древнейших городов Средней Азии. Ему 2000 лет. Но выглядит он намного моложе. И не только потому, что постоянно обновляется. В 1966 году Ташкент постигла трагедия, сильнейшее землетрясение. Вся страна пришла на помощь Узбекистану. И в сказочно короткий срок на месте старого города вырос новый. А там, где был эпицентр землетрясения, стоит теперь этот монумент мужеству и трудовому подвигу народа. В Ташкенте афганских парламентариев принял председатель президиума Верховного Совета Узбекской ССР Пулат Хабибулаев. Республика, как и вся страна, переживает сложное время перестройки. Трудно, не все идет гладко, но есть ощутимые сдвиги, они обнадеживают. В вопросах международных отношений стороны с удовлетворением отметили положительное значение прямых связей между республиками Средней Азии и Афганистаном как новой формы сотрудничества. Накануне возвращения на родину гости посетили колхоз-комбинат «Лимонарий». Здесь афганские парламентарии получили наглядное объяснение принципов и преимуществ полного хозяйственного расчета на социалистической основе. От реализации своей продукции в виде плодов, лимонного напитка «Лазат» и другой продукции из лимонов, которая изготовляется здесь же в производственных цехах, хозяйство получает миллионные прибыли. Значительная часть этих средств расходуется на социальные нужды, строительство жилья, здравоохранение, образование, культуру. Перестройка дает нам новую жизнь, говорили работники комбината гостям. За это стоит бороться. Визит парламентской делегации Афганистана завершен. Это был первый после апрельской революции визит афганских парламентариев в нашу страну. Он, как заявил руководитель делегации Халиль Ахмад Абави, будет способствовать дальнейшему улучшению взаимопонимания, развитию традиционной дружбы и добрососедского сотрудничества между нашими странами и народами.